Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Вайт». И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, хочу вас призвать подписаться на мой канал, поставить лайк и поделиться своим мнением в комментариях. Вот и незаметно наступило 1 сентября, и хочу поздравить родителей и детей с наступившим учебным годом и пожелать вам, чтобы этот год был как можно более плодотворным для ваших детей, и в то же время, чтобы вы потратили для этого как можно меньше сил и нервных клеток. Оба моих сына 1 сентября отправились в школу. Старший сын пошел в 6 класс славянской школы, а младший отправился в 1 класс. В Словении не устраивают абсолютно никаких линеек для детей старше 1 класса, со 2 и дальше. Для них это обычный учебный день. Дети ходят в школу без формы, приходят в школу немного раньше начала занятий, общаются со своими одноклассниками, делятся новостями, и потом у них начинается обычный школьный день. А для первоклассников устраивают какие-то приятные мероприятия, какие-то сказочные постановки. Или, например, как у моего сына, вчера в школе было устроено клоунское представление. Детей не заставляют стоять, детей не выстраивают в шеренги. Для детей устанавливают удобные скамеечки и пытаются всячески развлечь, чтобы у них отложилось очень позитивное отношение к школе, и чтобы они стремились туда идти и ходили на учебу с удовольствием. И после такого веселого представления всех первоклассников разделили по классам. В классе моего сына будет всего лишь 7 детей. Их забрали учителя буквально на 30 минут, просто для знакомства и для чаепития с шоколадным тортом. И после этого мы ребенка привели домой. И в понедельник уже начнется у него настоящая школа, где он будет посещать уроки 5 дней в неделю. Новый учебный год начался в Словении 1 сентября для 194 тысяч учащихся начальной школы и 82 тысяч учеников средней школы. Хотя первый день в школе наступил менее чем через месяц после сильных наводнений, все ученики смогли приступить к занятиям. Наводнения начала августа повредили 12 детских садов и 19 начальных школ. По данным Министерства образования, некоторые школы также пострадали во время урагана в июле. Школы, которые все еще ремонтируются на данный момент, нашли замену или организовали школьные занятия на свежем воздухе. В центре Любляны между многоквартирными домами была обнаружена змея семейства гадюк. На улице Полянская насыпь между глыбами камней была замечена змея длиной более метра. Жители вызвали пожарных, которые подтвердили, что змею поймали и выпустили на волю. Надеюсь, что не на другую улицу. Название змеи – модрас, самая ядовитая европейская змея, широко распространенная в Словении. Как правило, все змеи избегают человека, но большинство укусов происходит по неосторожности, когда человек по незнанию хватает змею или наступает на нее, когда она не успевает отползти. Полиция предупреждает, что змеиный яд может вызвать сильные отеки и нарушение свертываемости крови. Признаки отравления могут проявляться в виде диареи, рвоты, сильной боли или затруднения дыхания. В Словении обитает 3 вида ядовитых змей. Кроме синей змеи под названием модрас, есть еще гадюка обыкновенная и просто гадюка. Не знаю, чем обыкновенная гадюка отличается от гадюки. Змей, независимо от вида, лучше оставлять в покое и избегать. То, что в Любляне можно встретить змею среди многоквартирных домов, еще раз подтверждает статус Любляны как самой зеленой столицы Европы. Очень интересная и необычная новость пришла из соседней Италии, из города Турина. 37-летний банкир спас 3-летнюю девочку, которая упала с балкона с 5-го этажа. Девочка получила лишь легкие травмы, а банкира горожане объявили героем. Матtia Агуцци, банкир из Турина, направлялся в пекарню со своим партнером в субботу утром, когда они внезапно услышали крики.
Звавший на помощь мужчина пытался предупредить девочку, которая опасно перегнулась через перила балкона на 5-м этаже многоквартирного дома. Девочка все больше и больше перегибалась через край балкона и держалась руками только за подоконник, а ногами, видимо, болтала в воздухе. Так описал сцену Агуци. Он сам пытался предупредить 3-летнюю девочку, что это опасно, но она никого не слушала. И поэтому Агуци встал под балкон на случай, если она упадет. И произошло именно то, чего он опасался. Я вышел на середину дороги и надеялся, что все обойдется хорошо. Но в итоге девочка упала, и он смог ее поймать. Он смягчил ее падение, хотя они оба упали на землю. Родители девочки, прибежавшие после падения, были в полном шоке. Мужчину и девочку вместе доставили в больницу. 3-летний ребенок сейчас идет на поправку. Политики выразили надежду, что Агуци получит национальную медаль за храбрость, поскольку он рисковал своей жизнью и безопасностью, чтобы спасти девочку. Но 37-летний мужчина говорит, что медаль ему не нужна, потому что его реакция была совершенно естественной. Я все делал инстинктивно, я ни о чем не думал и старался делать то, что было необходимо. В любом случае, никто мне больше не скажет, что было бы хорошо, если бы я немного похудел, заметил он. Рано утром в субботу полиция примчалась к площади Освободительного фронта, где 4 незнакомцев напали на мужчину и ограбили его. Пострадавший получил легкие ранения. По имеющейся на данный момент информации, 4 неизвестных окружили мужчину в субботу около 5:30 утра на площади Освободительного фронта в Любляне. Они применили против мужчины слезоточивый газ. А затем насильно сорвали с его плеч сумку с мобильным телефоном. Пострадавший в результате происшествия получил легкие ранения. Полиция продолжает собирать информацию обо всех обстоятельствах происшествия. Эта новость напоминает нам о том, что нельзя быть абсолютно расслабленными даже в таком, как бы казалось, безопасном городе, как Любляна. Хорошая для меня новость пришла из Парижа. Можно сказать, вдохновляющая. Надеюсь, что Любляна в скором будущем последует примеру парижан. С пятницы 1 сентября Париж стал первой европейской столицей, которая полностью запретила использование арендных самокатов. Многие парижане и гости города жаловались на прокатные самокаты. Несмотря на то, что на них стояло ограничение 10 км в час, они доставляли очень много проблем пешеходам. Их бросали как попало, они наезжали на пешеходов, они не соблюдали правила дорожного движения. И я очень надеюсь, что в скором времени в Словении их тоже запретят. И я бы хотела, чтобы запретили не только прокатные самокаты, на которых есть ограничение скорости, но чтобы повсюду в Словении были запрещены электросамокаты. Они носятся как сумасшедшие, как и по велодорожкам, и по пешеходным дорожкам носятся, и носятся по проезжей части. Особую опасность они доставляют пешеходам и себе. Они носятся без касок, носятся по 20, а то и по 30 км в час. И в конце традиционная рубрика «Прогноз погоды» от Алисы. Алиса, какая погода в Любляне в воскресенье? В Любляне температура от плюс 15 до плюс 26 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый 2-4 метра в секунду. Алиса, а какая погода в Любляне будет в понедельник? В Любляне от плюс 17 до плюс 25. Облачно с прояснениями. Друзья, на этом мой выпуск новостей подошел к концу. Призываю вас подписаться на канал, поставить лайк и поделиться своим мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!